привет! В эфире 398 выпуск программы «Пропеллер». Здравствуйте. Первый наш сюжет посвящен бездомным животным. Теперь уже не бездомным. Я знаю, у тебя есть домашнее животное, любимое, и оно не породистое. Ну да, мама нашла щенка на остановке, принесла домой, и вот теперь мы не представляем себе жизни без собаки по кличке Муха, потому что... Муха, привет! Да, Муха, привет! Мы в том году утром с друзьями возвращались домой. И на дороге сидел щеночек. И мой друг как-то прислонился к окошку и увидел этого щенка. Маленький щеночек, у него хвост обгрызанный был, глазки залеплены. Но видно то, что он потерялся. Все, с тех пор этот пес уже целый год живет у него дома. Замечательные примеры, поэтому мы призываем всех наших зрителей проявлять милосердие, потому что чем больше вы заботитесь о незащищенных животных, тем больше вы становитесь людьми. Меня зовут Карина, а ее, мою красавицу, зовут Шада. Это было 3 года назад, на первом курсе. Я возвращалась с физкультуры со своей подругой, и что-то такое маленькое, хорошенькое, пушистое бежало в нашу сторону. Я не смогла сдержаться и взяла ее с собой просто. Она была очень флегматичной, напуганной, вялой. Казалось, что она болеет. Но на самом деле нет. С ней все хорошо. Шад, что с тобой? Посмотри на меня. Кто ты, Шада, скажи? Мы задаемся тебе вопросом все 3 года. Ну, что ты? Шкура дворняги, но сердце чистейшей породы у нас, да? Тю-бу-тю-бу-тю. У нас недавно умерла прошлая собака, и мы жутко тосковали по такому животному в доме, по цоканью когтей по полу. Это было просто жутко. Хотелось уже наконец-таки обрести такое теплое, веселое создание. Вместе мы больше всего любим обниматься и спать. Говорили, что я очень похожа с ней. Ее задор, ее веселое настроение схоже с моим, пожалуй. Но нам говорят, что мы внешне похожи. Не знаю, правда, чем. Шада, сидеть, сидеть, сидеть. Шада, сидеть. Шада, сидеть. Конечно, вот хочется, чтобы собака была там какой-то породы, там, немецкой овчаркой, Акита Ину. Но, по-моему, никакой разницы нет. Когда ты ее заводишь, она дарит столько всего. Настоящее сокровище. Столько воспоминаний, столько эмоций. При возможности надо брать их себе домой. Не пожалеете. Мне говорили, кого ты привела домой. Что это за вообще такое создание? Она шкодила, грызла все подряд, но теперь все хорошо, я ни капли не жалею, что я ее взяла. Она наш полноценный член семьи, и я не представляю, что было бы вообще без нее. Ну а следующий сюжет посвящен той теме, о которой я мало что знаю. Сюжет про лук. Репчатый? Я знаю, что это оружие. С него стреляют. С него стрелял Робин Гуд и другие персонажи из мультиков. Все, тебе больше ничего не надо знать. В последнее время очень много популярных лучников появилось у нас. Допустим, Леголас из «Властелина колец», Соколиный глаз из «Команды Мстителей», Кэтнис из «Голодных игр». А, да, я знаю. Питер Пен. Или нет? Питер Пен никогда не стрелял из лука. Ты чё? А кто в зеленом стрелял из лука? Робин Гуд. Робин Гуд. Да. Самый нищий лук — это вот ты резинку сюда вставляешь и в школе ручку натягиваешь, и она тебе сюда втыкается еще. И остается татуха на всю жизнь синяя. Наш сюжет посвящен спортивному аспекту этого замечательного
инструмента. Между прочим, в этом виде спорта очень много девушек. У нас прям лучницы так лучницы. Не глазками стреляет. Ну, как Маринка. А, как стрелит на золотую медаль. Стрельба из лука, можно сказать, это моя жизнь. Я даже не могу и дня без тренировки. В день получается по 500 выстрелов. В неделю мы тренируемся 6 дней, по 6 часов в день. Гармония с тобой должна быть прежде всего. Не должно быть лишнего напряжения. Людям кажется, что со стороны, когда человек стреляет, как-то очень легко, это как бы просто взял, натянул и стрельнул. На самом деле это не так. Стрелки выполняют большую работу. Мы боремся, во-первых, с самим собой, а во-вторых, уже с соперником. Самое легкое – это, наверное, подать в щит. Что же еще остается? Больше хочу разбираться в этом виде спорта, так как множество деталей в самом луке. Даже элементарная стрела имеет свою характеристику и подробное изучение. Это у нас нагрудник называется. Подходит, когда вот натягиваешь тетиву. Тут, допустим, одежда, да, она может зацепиться за одежду. И стрела в любой момент может полететь влево, вправо. Еще у нас есть веревочка. У тебя не должно быть напряжения в кисти. Мы стреляем, мы не держим лук. У нас есть напальщик. Мы стреляем 3 пальцами средними. Когда мы натягиваем тетиву, она специально помогает, чтобы мозолей там ничего не было. И, естественно, это стрелы. Бывает алюминиевые или карбоновые. Стрельба из лука отличается, как по моему мнению, это тихое оружие. Сам человек, когда стреляет, очень плавно, все грациозно получается. И луки очень интересные. Это чувство азарта, можно сказать, потому что когда ты натягиваешь даже лук со стрелой, и это может чувство и даже предков, наверное, есть. И когда выпускаешь стрелу, это такое чувство, что ты даже сама летишь вместе со стрелой. Надо все просчитывать до мельчайших подробностей. Выполняя все правильно, и стрела полетела туда, куда я хотела. И это самое наиболее приятное ощущение. Но чувства более обостряются, когда вот что-то неправильно. Это все сразу же чувствуешь и стараешься это изменить. И вот эта вот борьба над собой, стимул вот этот вот, чтобы правильно стрелять, вот это вот наиболее приятное ощущение. По крайней мере, для меня. Уже когда дни проходят без тренировок, как будто чего-то не хватает. Так что стрельба из лука для меня имеет очень большую роль в жизни. И это даже моя, можно сказать, вторая жизнь. Следующий наш сюжет тоже связан с луком. У нас такая незыблемая связь между сюжетами. И поэтому наш следующий сюжет посвящен луковому супу. Знаете, очень много людей не любят вареный лук. У меня как-то с детства забилось в голове, что лук и чеснок – это полезно. Это правда полезно. Да. Меня не обманули, что ли? Bonjour, chers amis, la rubrique culinaire de leur propeller. Aujourd'hui, nous allions préparer traditionnel soupe à l'oignon française. В общем, друзья, что это все значило? Очередная рубрика кулинарии. И сегодня у меня в гостях новый мой компаньон Александр Бондарь. Сегодня мы будем готовить в гостях Бондарь Константин Александрович. Это я должен был сказать. Нам понадобится морковь, орудие против вампиров, шимат бекона, 50 грамм сыра, 3 столовые ложки муки. На самом деле это сливочное масло. Но и красавцы нашего вечера. Главный, да. И встречайте наши красавчики 8 луковиц. Если бы это была школа, то он был бы королем класса. Он был бы жирным просто. И еще один ингредиент – это куриный бульон. Рецепты лукового супа. Ваня ненавидел суп.
У шефа должен быть всегда свой нож. Стоп, Если будешь жевать жвачку, то слезы не будут идти. это красиво вообще, то, что мы на телевидении живем жвачку. Нужно нарезать не особо толстыми, но не особо тонкими полукольцами. Люди сейчас поняли просто. Проверка, как? Где это все? Да, конечно, у меня этот тазик стоит, потому что... Может, надо всю пачку жевать. Ага себе. 12 рублей, да? Этот ножик, он острый. И вообще, папа меня побили в школе, и лак отобрали. Ой, не, действительно, вот прям давно так не плакал. У нас получилась вот такая вот кастрюлька, полная лука, и мы движемся дальше. Далее по сложности у нас бекон. Сколько, 3-4? 3-4 ломтика. Или, может, будем мажорами 4-5? Блять, так гулять можно 6. Доллар падает, а цены почему на месте-то стоят? Вообще, а я им, знаешь, что говорю? Я говорю, 285 у вас стоит бекон? Он говорит, да. Еду на кассу, говорит, 315. Я говорю, а что ж у вас на ценнике-то написано 285? А она такая... И все, почти. А что делать-то? А назад же я уже не верну, что я позориться буду, за мной люди стоят. Конечно, я купил. Потому что я терпила. Мы нашинковали бекон, и сейчас самое время отправить его на сковородку. Так сказать, чтобы он хорошенечко поджарился. Масло мы не добавляем и так. Немножечко надо убавить костер. Далее мы приступаем к нарезке пальцев. Дождался лук своего звездного часа, мы высыпаем его в кастрюлю. И мы уже готовы, в принципе, заливать туда бульон. Мы, наконец-то, закидываем туда нашу поджарку. Суп у нас готов, но это еще не все, потому что надо все это дело украсить, чтобы у нас все было красивенько. Мы поставили наш суп в духовку, и ему нужно там будет томиться 2-3 минуты. Bon appétit en lit une piscine à lampadé. Comment délicieux. Это был 398 выпуск нашей телепрограммы. Заходите к нам на страничку ВКонтактах Проб ТВ. Оставляйте свои комментарии, лайки, мы будем ждать. Всем пока. Всего вам доброго и до новых встреч. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it.